Сразу махнулся, не глядя, короче, на Приуса. Шучу, конечно. Хоть со стороны посмотреть, что за аппарат, как выглядит, как едет. Четкий, четкий, четкий. Ё-моё. Альфа. Тут четенько, конечно, четенько. У Жеки тут вообще по красоте. Синие лампочки тут. Кожаные сиденья натертые. Да? 30-й Prius. Чуть-чуть состояние, чуть-чуть другое, конечно, ребят. Джойстик какой прикольненький. Прям. Афона, конечно, майфуном она слабенький. Но может зато хорошо качает. Не знаю, сейчас перестроим, как все нализано. Прям нализано. Так, что-то с фарами-то. Ё-моё, что с фарами? Оба. Все слабенько, фары светят. Ну, четко, конечно. Все-таки 30-й Prius, другая тема. В общем, на 30-м Prius сейчас что надо сделать? Надо сделать 30-й Prius, надо сделать проверочку, проверить батареечку. Пока Жека поехал лобовуху мне клеить. Лобовуху поехал клеить. Тачка, конечно, зачетный. Тапки у него зачетные. Прям, блин, четкий аппарат. О, загоняет. Так, моего красавчика надо. Что-то с батарейкой стало у меня 12-вольтовой. Проблемы какие-то. В общем, сейчас я уберу печку. Она же у меня стоять сейчас будет. Все. И вот так, и эко-режим. Эко включен. Все. Пойду ковыряться. Аппарат, конечно, зачетный. Молдинг. Типа моделисты. Обвес. Тапки с выносом. Ну четко. Бублики такие. Прикольно. Я такие бублики еще не видел. Кардиант. Snow Cross. Тапочки вообще зачетные. Модные. Ну-ка, что за размер-то такой? Кардиан Snow Cross. Блин, может на той стороне. Прям вынос такой. Ну это мода, ребята. 225 на 45 на 17. В общем, тазики. Такие шипчики с шипами. Вот. Надо предупредить его, что там плохая резина. Там плохая резина стоит. Салон четкий. Сейчас будем ковырять. Батареечку надо проверить. Всего лишь навсего. Дядька, ты не там не попутал? Сколько стоит вот это вот? Именно вот эта тачка? Я не знаю, это хозяина. Именно вот эту. Она мне и внешне, и внутренне нравится. Ты что, уже хочешь купить, что ли? Ты давай, не мечтай тут, блядь. Иди работай, блядь, дядька. Именно это нравится, да? Нифига ты. Вылези с машины. И все, Ну, дядя. дай помечтать, пожалуйста. Что ты светилась такая? Ну, не, ну реально, Кирилл, надо еще прокатиться. Это Prius, это четкая тачка. Это 12-й год, это минимум Не миллион. гейская тема, да? А? Не гейская тема? Ну, если ты считаешь себя геем, можешь там розовенькое что-нибудь запихать туда. Не, ну есть GDM, как бы. GDM там точно до гейского не дойдет. Ну, тут какие тут гейские, ты смотри, какие штуки, ништяки какие. У меня даже торпеда не лопалась. Вот. Это надо вот так вот. Да. Миша, сейчас все полюбишь, сейчас Приуса. Не-не. Не гибридные машины не покупай. Да. Видел, как он к тебе подошел сзади? Я сейчас к тебе сзади подойду, блядь. Дуру гоните, блядь. Короче, 1 200 000 где-то, наверное, стоит. 1,2, да? Не, ну этот прям, а он заезжал же, стойки менял. Наверное, я не знаю. Но у него, видишь, рестайл это. Это уже рестайл. Не, у Плюс. него весь, у него прям вот как он должен быть прям. Вообще. Прям так, да? Да. Вот это вот тачка. Вот Миша попал в кадр, все. Не, ну он прям. Ты же GDM-щик же. Ну, он красиво, сука, смотрится. Да, он охуенный. Он и едет, знаешь, как четко. Не, я не спорю. Он едет вообще четко. Да 160, и в салоне 170. как бы, блядь, так 160, 170 он летит, и у него все системы стабилизации вообще четко. моторы менял, а салон-то и не садился, тут сейчас только сел. Это просто вот этот именно салон, вот Женя, он просто, видишь, как бы, ну, Порядочно. короче, делает вот так рукой, понимаешь, как все пацаны делают, когда жены нету. Но вот на вот эту тему это делает, короче. В общем, любит, так скажем.
Не, ну, Ну, это четко, видишь, чуть-чуть подтонированные эти. Какие-то вот такие моментики есть тоже, вариант тюнинга. Подтонирован. они же прям охеренно, они дополняют его. Миша полюбил Приуса. Он, кстати, Миша уже изучил конструкцию, как менять туда-сюда, поэтому для него это уже, Херня. да. Вот. Себе он по-любому там движку поставит без проблем. Сейчас еще Альфу сюда загоню, в Альфу сядешь. А Альфа другая типа того, да? Да, это Приус 30-й, у него... Типа рестайл. Нет, это 12-й год, это второй кузов у него уже. Ну да, Ну, рестайл. ну. Да, ну рестайл тут только здесь я не вижу как бы, да. Чуть-чуть вот бампер, вот он вот так. Да, вот тут вот типа открытый рот. Если бы этого не было, он бы вот здесь закончился бы вот здесь. Просто этот, понял, это губа позволяет, короче, вот это скрыть. А так просто как открытый рот. Вот здесь черный. Не, это прям чёрт. Да, он классный. 12-й год дорого стоит. Сейчас батареечку еще посмотрим, как она. А это как его? Плюс Фишка черный, взял. черный потолок или что у него там. Да, просто он черный покрашенный. Видимо, заморочился кто-то и покрасил даже с плавничком. Типа панорама. Да, типа четко вообще. И вообще, смотрите, прослеживается какой стильный момент. Спойлерок тоже черный, моделистовский, кстати. Это тебе не в тапке, как говорится, Да, это одеваться. со стола плюшки. Да, это вот моделиста, ребята. Спойлер прям реально крутой. На родной спойлер ставится. Спойлер черный, вот тут такая черная вставочка. Даже, видите, антихром сделан. Везде. Вот эти все блестяшки убраны. Антихром. Тут затонировано. Ну, стильно, стильно. Даже вот здесь, смотрите, заморочились. Видимо, тоже антихром сделали и покрасили внутри. Ну, чуть-чуть по колхозу, конечно, но стилистика понятна, да? Прям, видишь, Федеральная служба безопасности. Не хухры-мухры, ребят. Все. Да я сейчас на лобовуху уже приступил. Женя поехал на лобовуху. Я его попросил, чтобы время зря не тратить. Да, еще двойная труба у него. Видите, как все, как ты любишь, Миша? В два смычка. Шинка четенькая. Все, набор пацанчика. Нормального пацана. Сабвуфер. Смотрите, какой квадратной формы имеет. Все, шумочка тут потихо, виброчка. Виброчка стоит. Чуть-чуть даже сюда зафигачили на батареечку. В общем, сейчас моя задача проверка батареи. Глянем состояние. По идее 12-й год. Но посмотрим. Загадывать не будем, потому что, как показала практика, машины очень много пробеги у них, очень большие. И как бы неизвестно, сколько хозяев было, неизвестно, какой реальный пробег. В общем, будем разбирать, смотреть. Итак, машинка. Батареечку снял. Кстати, еще интересный факт. Даже просто болтики откручиваешь, и прям такой глухой звук вот тут вот. Потому что вот виброизоляция есть. Как правило, это как простая консервная банка тут шумит. Но уже... О. Ну, взглянем, посмотрим, родное там нет. Татань. Так, ну надписи нет, и уже радует. Сперва продуваю, потом все остальное. Так, состояние вентилятора. Смотрим. Аркадия Паровозова вряд ли получится мне вам снять, ребят. Ну, в общем, видно, да? Есть маленечко. Продую. Потом вот здесь вот момент, видите? На впуске. Хотя 12-й год, но опять не наблюдаю я. Фильтра не наблюдаю. Вот видите, вот тут все вот в таком состоянии. Значит, соответственно, и в батарейке самой. Потом ее, когда я вынесу, продую. Так, фильтра почистил. Кожух почистил. Так. Сейчас Аркадия Паровозова все-таки покажу. Не, нормально все. Он красавчик приехал уже уже со второй лобовой. Четко. Так, смотрим контакты. Ну да, печальненькие. Хорошо, что заехал. Так, контакты у нас есть вот зеленые какие-то. Ну не все, конечно. Видно, как будто обслуживали или че, блин. Ну-ка дай-ка увеличу.
Нет, не обслуживали. Сейчас будем, сейчас я подсоединю все. Ну, ты номера где-то И смотрел. номера посмотрим. Так. Здесь вот окисов прям конкретно висит. Да. Да. Они какие грязные. Вот Как такой вот. ляпота, и Да. не только. Да. Как ты считаешь, вот ты, Жень, ты маленечко соображаешь, да, в электронике? Нет. Нет? Если вот так вот будут вот такие контакты, как у тебя будет саморазряд, нет? Ну, конечно, соединение плохое и как это, контакты все херовые. Да? Конечно. Ну это, я думаю, каждый же понимает. Ну, кому расскажешь, понимает. Ну вот зеленая вот это. Если она, допустим, будет у тебя чистенькие соединения, она же по-любому лучше будет Ну, прикасаться. ее можно сейчас почистить четочкой, и она будет. Нет, та сторона внутренняя, это тоже такая же. Разве? Ну да, я сейчас тебе переверну, когда их откручу. Ну, я не знал. Я-то думал, что если там плотно, то ничего, там нормально все. Нет, с той стороны так же. Ну я имею в виду, вот сама пластинка будет такая же грязная. Вот видишь, какая грязная пластинка. А она должна быть, ну, грубо говоря, вот такая. Надо машина. Кока-колу закинуть и нормально. Кока-кола уже под запретом Кока-кола. В общем, ситуация сейчас такая, ребят. Машинка 12-го года. Да. В общем, сейчас давайте сперва посмотрим. Так, интересный какой-то тут у нас элемент стоит. Видимо, кто-то подкидывал уже что-то. Какой-то китайский тут вот элемент есть. Угу. Перевернутый. Так, это что за элемент? Тоже какой-то китайский или что это такое? Ладно, вот на номера вот эти будем смотреть. Блин, номера прям они скрыли прям под этой перегородкой. Да? Да. Прям под перегородкой. Китайские батарейки. Я не знаю, что тут написано на них. Я там просто вот таких вот цифр всяких вообще не увидел. 47. Ладно, это 47, внизу 48, потом 49 должен быть. Вот здесь должен быть 49. 45. 45. 61, 45, 61, 46, вот это 61, 47. 61, 47. Но она по очереди? Да. Смотрим, какие-то интересные элементы на самом деле. Вот здесь вот тоже как будто элементы Ленина. Так, 610, потом 612, потом тут 613 должен быть. Может снять это все как будто. Короче, ситуация тут вроде как бы все ровненько, но мне вот сами элементы вот эти не нравятся, вот эти вот. Видите, что тут понаписано? У меня, допустим, мои элементы, которые я смотрю, да? Сейчас посмотрим. Ну, вот смотрите, вот мой элемент, да? Как он оформлен. Тоже есть. Но оформление совсем другое. И посередине у меня вот номер. А тут почему-то сбоку. Видимо, они какой-то новой партии или что, потому что 12-го года. Ну, рестайл типа. Типа рестайл или что, ну вот тут вот. Короче, ситуация такая, ребята. Середина мертвые. И как бы все бы было бы хорошо, конечно, да. Середина мертвая. Вот эти все сильные, как бы садятся нормально. Середина вот умерла. И почему-то еще в начале по одному зубику вылетело. Поэтому серьезный будет ремонт. Сейчас, в принципе, сейчас все перекину, короче, и по половинкам буду снимать. Ну и ситуация еще именно на экране. Видите, две в начале и середина вся просевшая. И вот эти все нормальные получается. С 10, 11, 12, 13, 14 пары все живые. Прям еще в них нормально так. Прилично емкости. И как бы равномерно все садилось. Потому что видите, 30, 38, 34, 51. Как бы по возрастающей. Но вот почему-то вот посередине еще повылетали. Это вот плохо. Итак, сейчас 20 минут, потом по половинке я посажаю их, посмотрю, что там живое осталось. И все, и выберем живые. Эти живые на поканалку потом поставим. Зарядим. Ему подкидыш, чтобы сегодня уже навряд ли мы тебя отпустим. Либо... Да. Его, я отпущу его, поставлю подкидыша. И все. И можно будет отправить. Подкидыша поставим. Отправлю.
Пусть катается. А с этими батареечками еще он мне привез вот такую батареечку. Что-то там из них. Ну и с одной-две соберем. Ну, может, еще придется что-то добавлять. Ну, плюс работа, как бы тут дело такое. Сейчас донора. Вот сколько осталось батареечек. Сколько там плохих стало? Посчитаешь потом? В общем, донора подкинули. Тоже тут картина такая же. 0,40 разбег. Ну, вроде как бы заряженный. Ну, посмотрим. Итак, 15, 10 штук. Ну, вот где-то так. Все, начинаем разряжать. Стоп. Сейчас я высажу это все дело, ребята. Сейчас будем на них кресты также ставить. По-хозяйски. Вот. Посмотрим, что из них живое есть. Примерно. Что-нибудь возьмем отсюда, если 10 элементов можно будет добавить туда. Из двух одну соберем. И не надо будет человеку ничего покупать. Но это не факт, не точно. Поэтому сейчас будем кресты ставить. Ну вот, на примере вот этих шин, которые мы сняли, да? Вот смотрите, с этой стороны какое, да, состояние. Ну, видно, в принципе, здесь чисто через экран вообще четко видно. Видно же, да? Угу. Какое состояние, видите? Это только эта сторона. Видите, вот тут уже началась ржавчина появляться. Прям по периметру. Прям жестко, да? Вот здесь, смотрите, да. Вот здесь, видите, тоже уже началось. Что-то. Здесь вообще чернючий какой. Прям видно какие-то отложения и так далее. Она под эту гайку залазит, отражение, под гайку. Под кожу, короче, лезет вот это все. Здесь вот тоже, да? Это как сказать, внешняя сторона, которую мы видим, ну, якобы видим. Но все равно это гайкой прикрыта, вот эта сторона, тут гайка соприкасается. И тупо придавливает. И смотрите, чем она придавливает. Хоба, разворачиваем. Хоба, она. Тут такая же картина. Даже хуже, чем придавливает. Смотри, какое придавливание у меня. Хотя у нас в городе не так влажно, чтобы это все, да, ну вот, допустим, вот здесь вообще как язва получилась. Кто-то скажет, что это фигня, можно на них, типа на этих контактах, вот на этих ездить и ездить. Ну, спору нет. Можно и зубы не чистить никогда. И с кариесом ходить, и пусть они там у вас выпадут, блин, зубы. Как у некоторых товарищей. Бывают такие товарищи, у которых прям, ну, нету зубов. Просто все сгнило. Не будем вспоминать этих людей. Ну, каждый, кто видел, знает. Ну, это вот так вот. Такие дела. В общем, контакты должны быть на самом деле. Вот, после химии никакой наждачки, ничего там не используется. Вот такого вот состояния они приходят. Вот. Ну, чуть-чуть вот бывают вот такие вот царапинки. Вот Евгений говорит, а что наждачкой? Я говорю, ну нельзя наждачкой. Абразив вот под эти царапины быстрее подойдет вот это все. Подлезет. Будет как пройти. Грубо говоря, вот эта царапина, это как туннель. По туннелю пройти туда. Разряд найдет, куда ему пройти, в принципе. Разряду пофиг. Это же сила тока. Ток идет ему без разницы, как пройти. Лишь бы по меньшему сопротивлению. Где меньше сопротивления, там и пролетит. Понимаете? В общем, сейчас меняю вот эти штучки все. A few moments later. Ну а здесь с двух батареек одну собираю. Поэтому сейчас вот тусану. По ранжиру поставлю. И позвоню Евгению. Пусть думает. Вот весь график. Весь график сейчас я ему зафоткаю и отправлю. Так, начинаем. 97, 95, 92, 80, 80, 80, 80, 70, 70, 70, 60. Сейчас определю, сколько 60, сколько 70. Итак, 3 90%. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 82. Раз, два, три, четыре, пять. 5. 70%. Раз, два, три, четыре, пять. 5, 60%. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 57, короче, это, ну, на замену. Если собирать, то 60-90%. В общем, надо. Так, сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 батареек поменять. Это с двух одна. С двух одна. 7 батареек.
Итак, 7 батареечек я придаю 70%. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 батареечек. Сейчас я их вот сюда поставлю и буду потом собирать. Итак, то, что вообще с двух, ну прекрасно, короче, прекрасный результат на самом деле. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. 9 его батареечек с той батарейки, которая была негодная. 9 вообще жесткая экономия. Пришлось бы вот эти тоже поменять. Вот. Так как с двух одну собираем, только осталось 7 штучек моих. Я вот их пометил вот так вот своим супермаркером. Сейчас буду собирать. А тут, ребята, разница 0,18 на зарядке. Все ровненько зарядилось. Убираем вольтаж. 20 минут где-то постояло. 7 минут, 7:30 заряжалось. Теперь разряжаем. Проверяем, что будет. Ну, разбег меня очень радует. 0,05. В общем, это оживление на самом деле батареи. Оживление просто. Делаю так, чтобы батарея просто проработала дольше. Как максимально дольше. Вот и все. Это владивостокская схема. Ребята во Владивостоке ночами не спали, ё-моё. Вот. Думали, как это все делать. А я пользуюсь только этими ихними наработками. Пользуюсь этим аппаратом. Роману еще раз привет. Спасибо тебе, дорогой. Счастья, здоровья тебе. Успехов творческих. Твори еще несколько сделай аппаратов поновее, чтобы вообще просто подключиться и все, без всяких крабиков. Балансирующий какой-нибудь. Ну все, результат отличный. 0,17 разбег. Четко все. Сейчас заряжаю. В общем, еще раз покажу, почему контакты, смотрите, какое состояние имеют. В общем, собрал я, короче, из двух одну. Все почти равномерно, все садятся. Все равномерно заряжаются. Ну, заряжаются-то не совсем равномерно. Вот садятся равномерно. То бишь, короче, из говна и палок собрал. В общем, пришлось поменять. Я свои пометил. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 элементов. Вот можно по ним посмотреть. Раз, да? Ё-моё. Это что такое? Ага. В общем, я свои пометил. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все, машина готова. Четко. Четко. Короче, ключи вот. Ключи вот. Можешь завтра утром приезжать забирать. О, блядь. Ключи там же. Вот ключи. Вот смотрите, вот водка, вот горькая, горькая подлюка. Сало жрешь, жирное, жирное. Огурец соленющий, соленющий. Почему? Почему после вот этого всего морда такая довольная? Не понимаю, не понимаю.